Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами Лезги Хабарар и я, Джамиля Вагабова. Чем запомнилась лезгинскому народу эта неделя? Азим Ерахмедов назначен послом России в государстве Эритрея. Митинг миллионов. В Грозном на митинг против карикатур на пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Всевышнего, вышли около миллиона человек. Алим Селимов стал генеральным директором Минского «Динамо». По данным МВД по Чечне, в состоявшемся в Грозном марше против публикации карикатур на пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Всевышнего, приняли участие более 1 миллиона человек, в том числе верующие из Республики Дагестан. Мероприятие прошло без каких-либо нарушений общественного порядка. Отметим, что из прошедших на сегодняшний день митингов против карикатур этот является самым масштабным в мире. На этой неделе на собрании Совета акционеров Минского «Динамо» Алим Селимов был утвержден генеральным директором самого старейшего и самого титулованного футбольного клуба Белоруссии. Уроженец села Косумхюр, которому 26 января исполнится всего 32 года, дважды становился чемпионом мира, был участником Олимпийских игр в Лондоне, где занял 5-е место, а в 2011 году был признан лучшим спортсменом Белоруссии. Как известно, Дербент славится не только своим древним возрастом, но и тем, что здесь уже на протяжении многих лет мирно уживаются представители разных религий. Старейшая в России Джума-мечеть, армянская апостольская церковь, синагога Кели-Нумаз, церковь Покрова. К этим негласным свидетелям многоконфессиональности дагестанского Иерусалима недавно прибавился еще один – Музей истории мировых культур и религий. О его открытии 20 декабря минувшего года мы уже сообщали в предыдущих выпусках. Сегодня мы хотели бы более подробно рассказать о его деятельности. Идея создания в древнем городе Музея мировых культур и религий возникла еще 3 года назад и была предложена ни много ни мало самим президентом Дагестана Рамазаном Абдулатиповым. Задуманное удалось осуществить только в этом году в рамках приоритетного проекта «Человеческий капитал». Основной задачей, стоящей перед музеем, является воспитание внутри сложного по своему религиозному и этническому составу дагестанского общества толерантности, веротерпимости и уважения к представителям разных конфессий. Материал для музея отбирали очень тщательно. Ребята заручились поддержкой религиозных заведений, мечети, церкви, синагоги. Это помогло избежать фактических ошибок при составлении описания выставляемых предметов, что в этом деле, безусловно, очень важно. Также своими работами с радостью делились и художники, наши современники. Всего в музее 3 этажа. На первом можно увидеть временные выставки. На сегодняшний день там располагается фотовыставка «Был такой город Дербент». Также с 13 января в музее была выставлена экспозиция «Радуга ковров Дагестана». На 2-м этаже находится постоянная экспозиция. Здесь представлены такие религии, как иудаизм, христианство, ислам, буддизм и даже язычество, а также художественные работы. На 3-м этаже располагается рабочая зона и конференц-зал. Одна из посетительниц музея среди фотографий выставки «Был такой город Дербент» даже нашла свою фотографию, правда детскую. Сейчас музей принимает активное участие в подготовке к празднованию юбилея Дербента. Мы желаем ребятам удачи и надеемся, что все у них получится. 19 января 2015 года указом президента Российской Федерации чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в государстве Эритрея назначен лезгин Ерахмедов Азим Алаудинович, передает портал Лезгияр. Азим Ерахмедов родился 20 февраля 1960 года в селении Косумхюр Сулейман-Стальского района. В 1998 году окончил дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, является кандидатом политических наук. На дипломатической работе Ерахмедов состоит с 1993 года. За свою дипломатическую карьеру он работал советником посольства России в Азербайджане, советником посольства России в Таджикистане, начальником отдела Таджикистана МИД России. В апреле 2006 года был назначен генеральным консулом России в городе Ташкенте. Последние 4 года работал заместителем директора Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД. 22 января стал днем заслуженной славы для одного из жителей Дагуспаринского района. В канун своего 90-летнего юбилея ветеран Великой Отечественной войны Керим Савашев получил поздравительное письмо от имени самого президента Российской Федерации. Цитируем. Уважаемый Керим Керимович, примите искренние поздравления с юбилеем. Вы прошли через суровые испытания Великой Отечественной войны, поднимали из руин разрушенные города и села.
Своим самоотверженным трудом создавали богатство страны и всегда сохраняли стойкость, силу духа, веру в правое дело. Мы поклоняемся перед подвигом вашего поколения, поколения героев и победителей. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. С уважением, Владимир Владимирович Путин. Переходим к новостям спорта. Уроженец села Советское Расим Гаджалиев стал победителем чемпионата Дагестана по боксу среди юношей 99-2000 годов рождения весовой категории до 63 килограмм. Об этом сообщает официальный сайт Маграмхюрского района. Турнир проводился на призы олимпийского чемпиона Гайдарбека Гайдарбекова. Первенство проходило с 12 по 18 января в Махачкале. Расим, воспитанник тренера Агахана Маметова, по итогам соревнований был включен в состав сборной команды Дагестана. В Маграмхюрском районе прошел ежегодно открытый районный турнир по дзюдо среди юношей 98-2000 годов рождения на призы главы района, информируют официальные источники. В соревнованиях приняли участие дзюдоисты многих районов и городов Республики Дагестан, а также представители Азербайджанской Республики, в частности, спортсмены из города Кусары. В церемонии открытия турнира участвовали первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов, глава Магарамхюрского района Фарид Ахмедов и глава Докуспаринского района Керимхан Аббасов. Также в мероприятии приняли участие известные дзюдоисты, среди которых первый мастер спорта СССР по дзюдо в Республике Дагестан и один из основоположников развития дзюдо в республике Тажир Абдулатипов, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Республики Азербайджан, проработавший в Магарамхюрском районе 14 лет и воспитавший дзюдоистов высокого класса Джаруллах Шингаров, а также заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр 1992 года в Барселоне Назим Гусейнов. Стоит отметить, что турнир, как и в предыдущие годы, прошел на хорошем уровне. Все победители и призеры получили грамоты, медали, кубки и денежные призы. Нападающий махачкалинского Анжи Сердер Сердеров отныне будет выступать за самарский клуб «Крылья Советов». Форвард перешел в самарские «Крылья» на правах аренды, передает lizgisport.com. Следует отметить, что аренда рассчитана до конца этого сезона, после которого Сердеров вернется в Анжи. Однако по условиям соглашения самарцы смогут выкупить 20-летнего футболиста за $600 тысяч. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам хорошего. Ассаламу алейкум.